Здравствуйте, меня зовут Вячеслав Кончаковский, и в этом видео мы с вами разберем создание презентации в программе PowerPoint. Программа PowerPoint имеет очень много различных функций. Мы с вами не будем абсолютно все их рассматривать. Мы рассмотрим основные функции, которые необходимы вам будут для создания хорошей презентации. И конкретно в этом видео вы узнаете, как создавать саму презентацию, как создать в презентации новый слайд, как работать с текстом в программе PowerPoint, как вставлять картинки, как вставлять фигуры, объекты рисунка Smart Art. Также мы рассмотрим, как делать диаграммы, добавлять видео, добавлять аудио и объекты WordArt. Также мы разберем переходы, анимации и остановимся на самом просмотре презентации. И для начала презентации я вам рекомендую, перед тем как начать создавать презентацию, вам необходимо подготовить материал. То есть это могут быть картинки, аудио, видео, если надо. Это может быть текст вашей презентации. И все эти материалы для вашей презентации можно поместить в одну какую-нибудь папочку, допустим, создать папочку на рабочем столе, назвать ее презентация такая-то и разместить там все необходимые файлы для создания вашей презентации. Вот я здесь собрал немного файлов для того, чтобы показать, как с ними работать. И давайте запустим программу PowerPoint. На Windows она есть у всех, должна быть, по крайней мере. Для этого нужно зайти через меню «Пуск», выбрать все программы, выбрать здесь Microsoft Office и выбираем Microsoft PowerPoint. Запускаем эту программку. Так, и вот смотрите, у нас уже первоначальный слайд создан, но я хочу все-таки рассмотреть для начала вкладочку «Файл». Перехожу на вкладочку «Файл». И здесь нас будут интересовать функции «Сохранить», «Сохранить как», «Открыть», «Закрыть». Это мы можем делать уже с созданными презентациями. И вот эта вот функция «Создать» нас очень интересует, потому что перед тем, как создавать презентацию, вы можете выбрать какую-нибудь тему для нее. Вот если мы пройдем здесь на вкладочку «Темы», мы увидим здесь различные темы для презентации. То есть вы можете подобрать здесь для себя шаблон слайдов и использовать его для вашей презентации. Ну, я не буду выбирать эти различные темы, я воспользуюсь обычным белым шаблоном, выбираю «Новая презентация» и нажимаю «Создать». Вот у меня создалась презентация, как бы она повторная, я могу ее закрыть и начну работать вот с этой. Итак, давайте перейдем к заголовку презентации. Для этого я открою свою папочку, где я собрал кое-какие материалы для того, чтобы записать это видео. И вот здесь у меня есть заготовка текста, которую я, в принципе, и буду использовать. Копирую, вставляю его сюда и также вставляю под заголовок. Итак, вот такая вот работа с текстом. Скопировал, вставил. Также можно вот здесь подредактировать наш заголовок и подзаголовок. И здесь вот с текстом ничего сложного нету. Вот все функции находятся вот здесь. И здесь все так же, как в Word. То есть вот выделяем жирным, к примеру, делаем подчеркнутым. Можем поменять цвет, можем здесь выравнивание какое-то сделать, поменять шрифт,
поменять размер шрифта. Ну и также вот здесь можем сделать больше, меньше. В общем, здесь сложного ничего нету. С текстом, я думаю, будет все понятно. Идем дальше, и сейчас мы рассмотрим создание слайдов. После того, как мы создадим первый слайд с заголовком, нам, естественно, нужно создать новый слайд. И здесь вот, нажав на эту кнопочку, мы можем его создать. Нажимаем здесь «Создать», и также мы можем выбрать тему этого слайда. Ну, следующий слайд у меня пойдет со списком, поэтому я выберу вот этот. Вот здесь я прописываю заголовок. Заголовок я возьму отсюда. Также я могу его изменить. Допустим, сделать черным и не подчеркнутым. И здесь мне нужно перечислить, к примеру, то, что люди узнают из моей презентации. Я вставляю заготовленный текст, и вот у меня по умолчанию уже встали вот эти вот пульки так называемые. Я могу список сделать цифровым, вот здесь если нажать, могу снова его поменять на маркерный. Также я могу маркера здесь поменять, сделать, допустим, вот такими. И я войду здесь в список, я могу изменить цвет маркеров, размер. Вот у меня красные маркерочки. Ну и в принципе со списком, я думаю, все понятно. Вот мы создали второй слайд со списком, состоящий из 3 пунктов. И давайте перейдем к созданию следующего слайда. Создаем слайд, и следующий слайд у нас будет со вставкой картинки. Выберем вот этот вот шаблон слайда. Здесь напишем заголовок. И вот сюда вот нам нужно вставить картинку. Для этого переходим на вкладочку «Вставка». Здесь выбираем вкладку «Рисунок». И выбираем ту папку, где я подготовил свои картинки. Вот, вставим первую картинку, нажмем «Вставить». И на самом деле вот эта вот картинка, она намного больше, чем сам слайд. Разрешение ее в длину, вернее в ширину 1280. Сам слайд разрешением 960, по-моему. И если мы вставляем картинку через вставку, то у нас она автоматически выравнивается вот по краям. Плюс к тому у нас открывается здесь вот такое окно, работа с рисунками, где мы можем задать этой картинке различные дополнительные настройки. Итак, после того, как мы вставили картинку, давайте сделаем еще один слайд. Сделаем пустой слайд, на котором я покажу вам все остальное. Да, кстати, еще вот функция, также вставки картинки. Я могу вот это все объекты в презентации переносить туда, куда мне угодно. Вот если я выделяю объект, я вот навожу на него мышкой и вижу, когда появляется вот такой вот крестик со стрелочками. Я делаю захват левой кнопкой мыши и могу переместить в какое-то другое место. Вот я переместил чуть-чуть повыше, а в центр я, к примеру, хочу вставить картинку. Вот эту вот картинку вставить. И также ее я могу перенести в то место, куда мне нужно.
Вот такой вот получился слайд. Пойдем дальше. И следующий пункт у нас вставка фигуры. Переходим на вкладочку «Вставка», и здесь вот у нас есть фигуры. Различные фигуры, их здесь очень много. К примеру, давайте выберем стрелочку, и мы можем вот так вот нарисовать стрелочку. Если мы кликнем по ней правой кнопкой мыши, мы можем ей задать какую-то заливку другую. Выровнять в ней текст, то есть в ней может быть текст, мы можем также работать в ней с текстом. Здесь мы можем изменить контур фигуры, допустим, красный он будет. Вот, в принципе, здесь ничего сложного нет. Если нам нужно добавить какую-нибудь стрелочку или другую какую-то фигурку, вот, к примеру, смайлик, давайте. Вот такой смайлик. Просто вот так вставляем фигурку и уже потом работаем с ней. А также вот есть такая функция в PowerPoint. Допустим, у меня вот получилось вот такое наложение изображений, и мне нужно, чтобы стрелочка была сверху вот этого смайлика. Я кликаю правой кнопкой мыши по стрелочке, и здесь выбираю на передний план. Вот она у меня вылезла на передний план. Я могу ее переместить так, как мне нужно. Ну и в принципе с фигурами, я думаю, все понятно. Дальше у нас фигуры Smart Art. Здесь такие вот... Так, давайте я вот это удалю. Чтобы удалить, кстати, просто выделяем какой-то объект и нажимаем кнопочку Delete. Давайте разберемся с объектами Smart Art. Здесь можно выбирать вот любые объекты, их здесь бесчисленное количество, много. Ну вот, к примеру, давайте разберем это на списках, чтобы было понятно. Вот, к примеру, вот такой список. Нажимаем ОК. И здесь мы прописываем, допустим, 1. Список 2. Список 3. Так, ну добавим список 4. Так, все. Вот, вставили вот такой вот объект. Так, мы можем его также переместить, как нам удобно. Это можно закрыть. И, в принципе, в любой момент можно в него добавить еще дополнительный пункт списка. Вот здесь нажимаем. Переходим сюда, нажимаем Enter и добавляем еще один пункт списка. Ну, пускай будет 7 пунктов. Все, закрываем. Вот у нас 7 пунктов. Также мы можем его растянуть. Вот так. И вот такой вот у нас получился список. Также с ним можем работать, разукрашивая его всяко разным. Ну вот такой вот красивый список получился, разноцветный. И я думаю, со вставками фигур Smart Art вам понятно. Также можете выбирать тут любые фигуры, экспериментировать с ними. То есть сложного здесь ничего нету. Методом тыка можно все это дело освоить. Давайте я удалю эти списки. И дальше давайте разберем диаграмму. Диаграмма. Здесь также все просто. Можно выбрать здесь либо гистограмма, график, круговая. То есть тут всевозможные диаграммы. Ну, к примеру, давайте выберем гистограмму и вот такую. Нажимаем ОК. Вот у нас подгрузилась таблица
нашей гистограммы. Здесь мы выбираем какие-то названия. Название 1, название 2 или категория. И здесь прописываем какие-то значения. Допустим, вот 48, 3, 4. То есть необходимые нам значения. После этого закрываем. И мы видим, вот у нас ряд 3 зеленое, вот значение такое. То есть мы видим конкретную диаграмму в нашей презентации. Также дела обстоят и с различными графиками. Тоже выбираем какой-нибудь график. Здесь задаем значения, здесь задаем наименование для этих значений, закрываем, и у нас получается какой-то график. Дальше у нас вставка видео. В презентацию также можно вставить видео. Вот мы видим, что видео вставить можно. А для этого нужен, я вот тестировал, файлы AVI хорошо загружаются в PowerPoint, а вот файлы другого разрешения, по крайней мере я тестировал MP4 файлы, они в PowerPoint не подгрузились почему-то у меня. Ну вот, если мы выберем файл AVI, вот, если вы не знаете, что такое AVI, это формат видео, то есть после точки идет какое-то слово, и вот формат AVI у меня встал хорошо. Давайте вставим. Вставляется все очень просто. И вот смотрите, сейчас вот здесь снизу мы видим, что наше видео загружается. Мы можем отменить загрузку. И в зависимости от того, какой размер видео, в зависимости от этого и определяется скорость загрузки видеофайла. Вот наше видео встало. Мы можем задать также ему какой-то размер. Мы можем левой, вернее правой кнопки мыши кликнуть. И также здесь можем задать ему размер. Ну, здесь вот есть функция монтаж видео. Здесь можно подурезать видео. То есть какой-то кусочек можно обрезать. Вот, к примеру, вот такой кусок я хочу оставить. Нажимаю ОК. И все, мое видео обрезалось. Здесь я могу его просмотреть. Ну и в принципе, я думаю, все понятно. Видео вставили. Оно работает. Ну, в принципе, эта функция используется очень редко, но все равно, возможно, вам придется ее использовать. И если вот мы вот кликаем, да, когда по видео, мы также видим, что открывается нам вкладочка «Работа с видео». Мы здесь можем вот уже какие-то цвет подзадать, коррекцию какую-то сделать. Ну вот. Ну, думаю, не стоит с этим заморачиваться. Если видео нормального качества, то сильно-то заморачиваться с ним и не стоит. И также вот настроить функции воспроизведения. Здесь мы также можем вот громкость настроить. Можем сделать во весь экран или нет. И вот самое главное, что как начинать воспроизведение. Вот, либо мы начинаем, оно будет начинаться по щелчку, либо автоматически. То есть, когда переходит презентация на этот слайд, она автоматически запускает видео, и видео начинает работать. Ну, давайте перейдем дальше. Сделаем еще один слайд. И сюда мы добавим аудио. Здесь вот есть вкладочка «Звук».
выбираем звук из файла. Здесь выбираем ту папку, где лежит у нас аудиофайл. Нажимаем «Вставить». Также происходит загрузка. И вот мы видим, что аудиофайл встал. Также мы можем здесь произвести какие-то ему настройки. И вот самое главное, воспроизведение. Как он будет воспроизводиться? Либо по щелчку, либо он будет воспроизводиться автоматически. Ну, также мы можем здесь монтаж сделать, то есть обрезать какой-то кусок. То есть нам, допустим, нужно только начало. Мы выделяем вот тот кусок, который нам нужно оставить, и нажимаем ОК. Тем самым мы обрезали файл, и он будет воспроизводиться до того момента, до которого мы обрезали. Так, ну, я думаю, с этим все понятно. Давайте перейдем к дизайну. Дизайн. Здесь эту функцию мы, в принципе, уже рассматривали в самом начале, когда выбирали файл, создать, и вот здесь вот темы, да. Также мы можем уже в созданной презентации выбрать вкладочку «Дизайн» и здесь выбрать какую-то тему для всех слайдов. То есть та тема, которая нам наиболее понравится, мы можем ее выбрать и использовать. Ну вот, к примеру, вот такую. Ну, видите, что здесь сразу же меняются все шрифты. Вот заголовок был сверху, стал снизу. Здесь также изменились шрифты. Симпатичная презентация. И дальше я предлагаю еще рассмотреть эффекты переходов. То есть вот здесь есть вкладочка «Переходы», и здесь мы можем выбрать какой-то переход, ну, допустим, фигура. Вот, видите? Или выбираем случайное. Ну вот различные, тут их также очень много различных переходов. Выбираем какой-то один, и здесь, если мы хотим, чтобы каждый слайд вот открывался, к примеру, вот так вот, да, вот так, чтобы каждый слайд открывался. Здесь нам нужно нажать вот на эту кнопочку «Применить ко всем». И теперь у нас каждый слайд будет открываться вот именно так. Если мы нажмем вот здесь «Просмотр», мы можем это посмотреть. Вот. Первый слайд. Давайте сделаем просмотр второго. Вот. Прикольно на самом деле получилось. Вот, видите, какой переход. Так, дальше. Также мы можем сделать... Так, давайте отменим эти переходы пока и рассмотрим еще анимацию. Вот если мы выберем какой-то объект, у нас сразу становится активная анимация. И здесь мы можем что-то выбрать. Допустим, вот вылет. Вот. Он вылетает снизу, допустим, плавно, панорама. То есть это анимация какого-то одного объекта. Вот при загрузке слайдов он будет выходить именно так, как мы выбрали для него. Вот давайте нажмем «Просмотр». Вот, к примеру, вот это выскакивание. И так мы можем выбрать эту анимацию для каждого элемента. Ну вот мне понравилось вот это выскакивание. Да, вот. Оставим пока так. Ну и в принципе вот все основные моменты, которые нужны для создания более-менее хорошей презентации, мы с вами уже рассмотрели. Ну и еще я вам хотел показать. Да, хотел показать вам объекты WordArt.
Так, я вот удалю вот эти вот два слайда с видео и аудио. Создам новый слайд. Так, к примеру, вот такой. Вот внизу заголовок. Пускай он так и называется, заголовок. И вот этот заголовок мы можем сделать немного другим. На вкладочке «Вставка» выберем объект WordArt. Здесь выбираем какой-то текст, который нам более понравился, допустим, вот этот. И здесь прописываем наш текст. Нет, наш заголовок. Все, вот у нас будет теперь такой заголовок. Этот заголовок мы, к примеру, можем удалить. И на его место воткнуть заголовок, который был создан с помощью объектов WordArt. Вот получился такой заголовок симпатичный. И вот эти вот объекты вы можете применять. Также в своей презентации находятся они во вставке объекты WordArt. Также здесь вот, и если нужно что-то написать, выбираем вот этот объект, выделяем под него место и что-то пишем. Ну и с текстом мы уже, в принципе, прошли эту работу. Его можно сделать крупнее, жирнее, подчеркнутее. В общем, здесь, я думаю, у вас не возникнет никаких сложностей. Теперь далее, после того, как мы всю презентацию сделали, закончили, нам нужно посмотреть, как она вообще у нас будет работать. Переходим на показ слайдов и здесь выбираем вот эту кнопочку «Показ слайдов сначала». И вот мы уже в полный экран просматриваем наши слайды, что у нас получилось. С помощью щелчка я открываю следующий объект. Вот у нас выскочила картинка. Дальше у нас слайд перелистнулся. Вот выскочил заголовок. Перелистнулся слайд. Вот такая у нас презентация получилась. И теперь я думаю, что у вас без проблем получится создать презентацию. Кстати, вот такие вот уже более свежие шаблоны, более все красиво получается именно в PowerPoint 2010 года. Ну, возможно, у вас по умолчанию с системой установлен 2003 года PowerPoint. Вы без проблем можете найти, где-то его купить и установить дополнительный PowerPoint 2010 года. Я вам его рекомендую, с ним намного удобнее работать. И теперь, когда мы уже создали нашу презентацию, нам нужно ее сохранить. Сохранить можно ее в разных форматах. Ну, нам нужен формат презентации, поэтому мы переходим на файл, выбираем здесь «Сохранить как». Здесь выбираем папочку, куда мы ее будем сохранять. Презентация. И вот по умолчанию она у нас сохраняется в разрешении PPTX. Мы можем выбрать, конечно, любое другое разрешение для нее. Но если вам нужна презентация, сохраняйте презентацию именно в этом разрешении. Нажимаем «Сохранить». Презентация сохранена. Вот она у нас теперь в папочке. И то есть, если эту мы закроем, открываем презентацию. И с помощью PowerPoint открывается наша презентация, которую мы также можем подредактировать или кому-то показать. На этом все. Надеюсь, что это видео было для вас полезно. И увидимся в новых видео.